Два пассажира погибли в ДТП на Вилюйском тракте вблизи Якутска. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД 12 января около 9 часов вечера по местному времени на 36-м километре 25-летний водитель Toyota East с тремя пассажирами столкнулся с большегрузом Scania из-за небезопасной скорости движения и дистанции. В результате погибли два пассажира иномарки. 66-летняя женщина скончалась на месте, а 65-летний мужчина в карете скорой помощи, не приходя в сознание. Водителя Toyota госпитализировали в медучреждение, а третий пассажир, 21-летний мужчина, который находился на заднем пассажирском сидении и пристегнутый ремнем безопасности, травм не получил. Житель Алекминска жестоко обращался с детьми и угрожал убить жену. По сообщению МВД региона, в отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Пьяный подозреваемый угрожал убийством жене, приставив к ее шее нож. Также, будучи безработным, он тратил на приобретение алкоголя заработную плату жены и в том числе материальную помощь, предоставляемую социальными службами. Полицией зафиксирован факт нанесения побоев 14-летней старшей дочери. Выяснилось, что подросток часто заступалась за 12-летнюю младшую сестру, которая чаще всех подвергалась недопустимым методам воспитания. Лжегадалка обманула якутянок, обещая решить их проблемы. Пресс-служба МВД Якутии сообщает, что в полицию Якутска поступили заявления от двух местных жительниц. Они просили привлечь к ответственности женщину, которая обманом похитила у них деньги. Полицейские провели проверку и установили, что обе потерпевшие обращались за помощью к одной и той же гадалке, объявление которой они нашли в интернете. Одна хотела, чтобы ведунья помогла вернуть похищенные аферистами деньги, другая – снять порчу. Колдунья пообещала помочь, предложила погадать и провести обряды, но для этого, со слов чародейки, ей нужно было приобрести иерусалимские свечи и оказать благотворительную помощь монахиням одного монастыря. Клиентки согласились и перевели на указанный гадалкой счет в общей сложности 270 тысяч рублей. Получив деньги, эзотерик перестала выходить на связь. Гадалкой оказалась 52-летняя уроженка Саратовской области, проживающая в Самаре. Якутские правоохранители выехали в командировку и задержали злоумышленницу. Лжегадалка не стала отпираться и созналась. Полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий и 90 тысяч рублей. Местная жительница сообщила, что обокрали ее квартиру. Вором оказался 31-летний бывший сожитель потерпевшей, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Он знал, что женщина копит деньги на свой отпуск. Через пару месяцев совместного проживания между ними произошла ссора, в ходе которой женщина предложила расстаться и разъехаться. Сказав мужчине, чтобы он собирал вещи и к ее приходу покинул жилье, женщина ушла из квартиры. Злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил золотые кольца, цепочки, серьги и накопленные потерпевшие деньги, собрал чемодан и скрылся. По словам подозреваемого, он продал похищенные ювелирные украшения, а вырученные деньги потратил. Два жителя города Мирного обвиняются в мошенничестве, в том числе с арендой квартир. По сообщению прокуратуры региона, они обвиняются в совершении 7 эпизодов мошенничества. По версии следствия, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений мужчина и женщина обманули 11 граждан. Так, в августе 2019 года обвиняемые арендовали в Мирном квартиру и разместили в мобильном приложении объявление о сдаче ее в аренду с возможностью последующего выкупа по цене существенно ниже рыночной. На данное объявление откликнулась потерпевшая, которая хотела купить квартиру и внесла предоплату 100 тысяч рублей. В тот же день злоумышленники договорились с другим потерпевшим, которому сдали эту же квартиру в аренду, получив от него 30 тысяч рублей. Потерпевшие поняли, что стали жертвами злоумышленников только когда встретились в одной квартире. Также обвиняемые завладели деньгами других лиц путем размещения в социальных сетях объявлений о продаже якобы имевшихся у них в наличии товаров об аренде квартир, получив от 9 граждан предоплату посредством переводов на банковские счета. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Жительница Якутска продиктовала роботизированной программе конфиденциальные данные и лишилась почти полумиллиона рублей. В полицию Якутска обратилась 67-летняя горожанка. Она рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытались похитить с ее счета 27,5 тысяч рублей, и теперь якобы банк совместно с прокуратурой проводит расследование по факту разглашения их сотрудникам ее конфиденциальных личных данных. Затем лжеспециалист сообщил, что для разблокировки банковской карты необходимо провести процедуру идентификации личности, а именно назвать данные банковской карты и коды, которые поступили в СМС-сообщении. По указанию звонившего потерпевшая назвала роботизированной программе данные нескольких своих банковских карт, а также одноразовые коды подтверждения операций из СМС-сообщений. Таким образом, с 3 банковских карт потерпевшей мошенниками были похищены в общей сумме 492 тысячи рублей.
Мужчине грозит срок до 20 лет за закладку наркотиков. По информации прокуратуры республики, обвиняемый с 20 сентября по 25 октября прошлого года в Якутске в составе организованной группы незаконно распространил путем раскладки по тайникам партию наркотика «Спайс». В крупном размере, однако полностью их сбыть не успел, так как его задержали сотрудники полиции. Уголовное дело направлено в суд. В отношении неустановленных поставщиков, действовавших в сети интернет, уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно. Уровень преступности снизился в 21 районе и городе Якутии в 2020 году. По сообщению прокуратуры, правоохранительными органами выявлено 626 преступлений экономической направленности, а также 158 коррупционных преступлений. На 13% или со 123 до 139 увеличилась регистрация экологических преступлений. Выявлено в частности 25 преступлений, связанных с незаконной охотой, 79 преступлений о незаконной рубке лесных насаждений. Из анализа социально-криминологических характеристик преступности отмечается снижение преступности среди несовершеннолетних на 23,3%. На 3,1% сократилось количество преступлений, совершенных в отношении них. На 17,6% уменьшилась регистрация преступлений, совершенных в общественных местах. Также на 10,6% уменьшилось количество преступлений, совершенных на улице. В сравнении с показателем предыдущего года на 5,7% или с 1359 до 1437 возросло число преступлений, совершенных женщинами. За 12 месяцев 2020 года на территории республики зарегистрировано 12 146 преступлений, что на 1,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Снижение уровня преступности отмечено в 21 районе и городе, в том числе наиболее существенно в Тампонском и Усьмайском районах на 3,2 и 18,6% соответственно. На 6% уменьшилось число преступлений против жизни и здоровья. Их зарегистрировано 2012, раскрыто около 92%. При этом с 87 до 98 увеличилось количество убийств, их раскрываемость составила 96,3%. Отмечается снижение уровня преступности против собственности на 2,4%. Совершено 5917 таких преступлений. Однако продолжается рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере компьютерной информации. Зарегистрировано 2228 таких преступлений. Рост составил 35,8%. Выявлено правоохранительными органами 626 преступлений экономической направленности, а также 158 коррупционных преступлений. Отмечено снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на 23,3%, а также на 3,1% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении них. На 17,6% уменьшилась регистрация преступлений, совершенных в общественных местах. Также на 10,6% уменьшилось количество преступлений, совершенных на улице.